Учтепинский районный суд по уголовным делам Ташкента 19 августа начал рассмотрение уголовного дела в отношении религиозного деятеля Алишера Турсунова, известного массам под псевдонимом Мубашир Ахмад. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов. Согласно обвинительному заключению, Турсунов обвиняется по 3 статьям Узбекского уголовного кодекса, среди которых статья 156, часть 2 «Умышленное действие, унижающее национальную честь и достоинство, оскорбляющее чувства граждан в связи с их религиозным или атеистическим убеждением, совершенные с целью возбуждения вражды, нетерпимости или розни к группам населения по национальным, расовым, этническим или религиозным признакам». Статья 244.1, часть 3 «Изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку с использованием СМИ, либо сетей телекоммуникаций, а также интернета». Статья 244.3 «Незаконное изготовление, хранение, ввоз или распространение материалов религиозного содержания». В совокупности подсудимому грозит длительный срок лишения свободы. Aynan komil insonni tarbiyalash vositasi bo'lgan diniy ta'limni qonundan tashqari chiqarishligi juda ham bir absurd, bir-birini inkor qiladigan masalalar bo'lganligi uchun bu qonun jumladan meni juda ham bir ajablantirdi. Напомним, что Мубашир Ахмад, как и многие другие религиозные деятели, после прихода к власти Шавката Мирзиёева поверил в серьезность намерений нового президента провести в стране реформы и в 2017 году основал группу Озон Нью Медиа, которая включала сайт Озон-УЗ, онлайн-радио Озон-ФМ, онлайн-телевидение Озон-ТВ. Портал Озон-УЗ был ведущим узбекским СМИ, освещающим религиозные и просветительские темы. Diniy ta'limotlarni bilishlikka ehtiyoj juda kuchli bo'lganligi uchun diniy ma'rifatni tarqatishni, diniy jaholatga barham berishga o'z hissamizni qo'shishlikni maqsad qilganmiz. В 2021 году Мубашир Ахмад сообщил о давлении со стороны Комитета по делам религии Узбекистана в области редакционной политики портала, которое сам комитет тогда публично отрицал. Позже сотрудники Озон-УЗ были оштрафованы за публикацию религиозных материалов, которые, по мнению суда, могли навредить внешним отношениям Узбекистана. O'sha islamofobiyaning bitta ta'siri jamiyatda bu narsa unaqangi, ya'ni diniy ta'lim bo'lishi kerak degan fikr ham uncha yaxshi qabul qilingani yo'q. Chunki qo'rqitib bo'lingan. Hujralar, ularga vahimali musiqalar bilan ularni yomonlashlik, boshqa shunga o'xshagan narsalar bilan demak jamiyatni qo'rqitib bo'linganki, bu ham o'sha islamofobiyani bir ko'rinishi. Когда портал прекратил работу в августе 2023 года, Мубашир Ахмад перебрался в Турцию, которую он, как и опять же многие другие религиозные деятели, посчитал безопасным местом для продолжения своей деятельности. В ноябре того же года он запустил новый портал Озон Глобал. Уже в конце декабря того же года турецкие силовики задержали Мубашира Ахмада, поместив его в депортационный центр, откуда он после нескольких месяцев содержания все же в итоге был освобожден. И, наконец, в феврале этого года узбекские силовики сообщили о возбуждении в отношении Турсунова уголовного дела по обвинению в создании и руководстве участии в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещенных организациях. А в мае его повторно задержали турецкие службы, после чего достаточно быстро выдали в Узбекистан. Hozir agarda kim jim turadigan bo'lsa, ertaga sizlarga ham navbat keladi. Men bir musulmon inson sifatida qo'limdan kela oladiganini, maksimum qila oladiganimni hozir mana video orqali bildiryapman. Meni qila oladiganim shu. Har kim meni qo'limdan nima keladi, men nima qila olaman deb